Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание с главами регионов. Глава Халк Маслихаты Туркменистана посетит с визитом Узбекистан. В Ашхабаде пройдут выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум и другие новости. Держать в центре внимания вопросы подготовки к посевной площадке, отведенных под хлопчатник, поручил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего видеосовещания в понедельник. Как отмечалось, в настоящее время в регионах в соответствии с агротехническими нормами продолжаются работы по уходу за пшеницей, выращиванию и планировке земель к посевной хлопчатника. Ведется подготовка сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут задействованы в предстоящем сезоне, а также качественных семян для хлопкоробов. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов посетит с визитом Узбекистан для участия в мероприятии по случаю 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Об этом говорится в послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Миредова с прибывшей в Туркменистан делегацией во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Матаки. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. В частности, был проведен анализ текущей ситуации по реализации крупных энергетических и транспортных проектов с участием Туркменистана и Афганистана. В здании торгово-промышленной палаты Туркменистана состоится выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум. Мероприятие намечено провести в период с 3 по 5 марта. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов, предписав Министерству иностранных дел, Торгово-промышленной палате и Союзу промышленников и предпринимателей организовать это мероприятие на высоком уровне. В Ашхабаде состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Форум проходил в научно-клиническом центре онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В нем приняли участие руководители и врачи-онкологи столичных и вилаятских центров, медицинских и профильных учебных учреждений Ашхабада, ведущие специалисты из Германии, Турции, Азербайджана и Белоруссии. На улицах Брюсселя из уст жителей бельгийской столицы прозвучали стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги. Данная акция «Челлендж», которая запустила посольство Туркменистана в королевстве Бельгия в честь 300-летия со дня рождения поэта. Жители Брюсселя декларировали стихотворение великого туркменского поэта «Будущее Туркмении» на английском и французском языках. Новый интерфейс YouTube, запущенный в тестовом режиме, спровоцировал бурю негодования среди пользователей. Главным объектом недовольства стало то, что рекомендации теперь занимают почти половину экрана, отодвигая на второй план сам просматриваемый контент. На данный момент новое обновление доступно лишь ограниченному числу пользователей. В социальных сетях уже разгорелась буря дискуссий по поводу нового дизайна. Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк и рекордсмен мира по силовым нормам, вновь поразил публику, установив новый рекорд. На этот раз он разорвал 14 медицинских грелок за 5 минут. Попытка установить рекорд состоялась на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Надувание грелок – одно из самых зрелищных и азартных элементов силового шоу. Непредсказуемость материала добавляет интриги. Грелка может лопнуть за 5 секунд, также и за 1,5 минуты. Экс-главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер обратился к болельщикам и любителям футбола из Туркменистана. В своем обращении Венгер пожелал Туркменистану стать великой футбольной державой и подчеркнул важность воспитания молодого поколения для достижения успеха в этом виде спорта. Привет всем поклонникам футбола из Туркменистана. Я желаю вам стать великой футбольной нацией. Не забывайте, что все начинается с воспитания детей. Тогда возможен любой успех. Я рассчитываю на вас, сказал руководитель отдела ФИФА по глобальному футболу. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал ваш самый надежный источник новостей.